включил камеру показать первые следы. Вон, это куница, не такая крупная, годовалый котенок, наверное, в ту сторону бежит. И в принципе ночью, наверное, или ранним утром вот сегодня пробежал, чуть-чуть снег вот выпал, покрылось под снегом следы. Такие дела. Вот. Тут сколько он тут ходил. Ну вот, вчера тоже комментарии были. Интересно, что они, чем они питаются, волки, лисы. Ну вот, если взять куницу, тоже чем он питается сейчас. Ходит бедолага целыми днями, что-то найдет или нет. Но он запас себе делает осенью. Были случаи, когда сухостой валили, вот, скажем, сухостой, дырявый сухостой, а там рябчики, тушки такие рябчиков, запас он делает, и зимой потихоньку он, наверное, ест. Потому что бывает, когда глубокий снег, следы у куницы вообще нету. Ну, по глубокому снегу он не бегает, не ходит. И думаю, как сказать, думаю, он живет на своем запасе. Что вот запас сделал осенью, мышей, там, птиц, что он зарезал. Вот на этом запасе и живет. Ребята, я лежу. Чуть ногу не подвернул, блядь. Я так упал. Не знаю, смогу не встать вообще. Такая ситуация, конечно, хорошая, блин. Ничего не могу сделать. Как встать? Надо как-то снять. Ой-ой. У нас тоже был такой случай, блин. Снег вообще глубокий тут. Фу. Если со стороны меня, конечно, сейчас поснимали, конечно. Как я выгляжу, блин. Это я в задницу попал. Если хочется узнать, на земле есть, нету задницы. Я, наверное, в самой заднице сейчас. Такая снежная ванна. Ванну принимаю. Встать не могу. Это... Ой, блядь. Не знаю, это удачно я упал или нет. Все-таки надо, придется снять лыжи. Ой. Вот так вот. Вот это я попал, ребята. Шел оттуда. Ничего не смог сделать. Я как понял, что начинаю падать, я только ружье схватил с плеч и в сторону. Главное, чтобы ружье не погнуть, ничего там, оптику не сломать. Но снег тут, конечно, глубокий. Так, ладно, придется по-новому одеть лыжи. Вообще камера, я не знаю, выдержит, нет, вообще обледенела вся.
спрашивает, на какую камеру снимаю. Panasonic, ребята, Panasonic. Panasonic еще. Совет хочу дать. Покупайте этот Panasonic. Он терпит все, и мороз, и дождь. Это видно мне первое предупреждение тайга дает, что ты, говорит, Олег, успокойся, давай уже думай, где обратно будешь идти. И проясняется на улице. Сейчас заодно еще одну историю расскажу. Фиг с ним, ругайте, что я много болтаю. Хрен с ним. Как вы знаете, я хожу всегда один. И сейчас тоже чуть ногу не подвернул. Тоже глубокий снег. Под глубоким снегом валежники, но торчат такие бугорки. Один валежник перешел на лыжах. Через второй валежник иду. И знаете, блин, так неудачно я упал. Неудачно упал. Одна лыжа как-то вот там остался, одна нога. Я на бок упал. И, короче, начну вот чуть-чуть движение сделаю, а у меня нога, вот, как сказать, ступня или что там, остается. Тело давит, а нога остается там. Лыжи, с лыжами. Все думаю, блин, сломается нога. Такая фигня, короче. Тоже еле-еле я выбрался оттуда. И, как сказать, ремень снял вроде как. Но вот многие тоже без задника мне говорят, чтобы я без задника этот лыжи надевал. Но без задника, если ты ну по ровному месту идешь и. А я, знаете, сейчас вот подъем, всякие валежники проходишь и без задника там лыжи падают все время, это неудобно для меня. А с задником, это с этим ремнем тоже вот ты упадешь и можешь ногу подвернуть или еще. Опасно тоже ходить в одиночку. И в тот день или в другой день был тоже случай. Но снег не держал, я шел, короче, и вышел на ручей. Я по ручью, вот примерно вот так же вот выглядело. Но это не ручей, это просто вот там, может, где-то старица какая-то была. Смотрю, вот чистое место, думаю, там, наверное, лучше держит снег. Короче, я иду метров 30 прошел. И из-под лыж такая лед у меня ушел. Все. И льда нету, вода. Половина лыжи вот где-то вот до сюда, над водой. Половина лыжи над водой. Я стою, как бы что делать. Еле-еле снял ружье, у меня северное оно было ружье. Сразу на берег я скинул ружье. И чуть-чуть так, сантиметр за сантиметр я назад. На лед немножко вода приподнялась там, и все обледенело, лыжи, все. Но если я провалился, мне по пояс было не так глубоко, не утонул бы там. Но так неприятная ситуация, я бы тогда попал. И минус 15 на температура была. Я бы так замерз бы там вообще. Это в фильмах там и проваливается, замерзают, выходят и... Ну это фильм, а в реальности у тебя одежда там сразу замерзнет, там ни шаг не сможешь сделать, как цемент становится. Вот. Сейчас вот я немножко поболтал, у меня рюкзак. Вот. Ну, поболтали, и то ладно, хорошо. Вон солнце выходит там. Там юг. Строго юг там. Там середина дня уже скоро, наверное, будет. У меня время сейчас не показывает. Да не знаю, правильно, неправильно. Вот. Но в тайге особо снимать нечего.
такие моменты вот рассказал. Блин, такую неприятную ситуацию, конечно. Вот такая яма после меня осталась. Еле выбрался. Ну да ладно, сейчас еще, наверное, километра 2, наверное, поднимусь так вдоль речки и поверну в сторону Бурана. Туда еще. Вот ты здесь пойдешь. Думаю, зачем я не по Зимнику пошел? По Зимнику ты пошел, ничего не увидел. Зачем я по речке не прошелся? Вот всегда так. Сейчас вот все время думаю, почему я по Зимнику дальше не прошел, по Сосняку. Там сосны. Все время сосны идут. Там знакомые места тоже для меня. Тут все знакомое уже, и все. Это моя жизнь. Здесь я уже больше 10 лет охочусь. Раньше на другой реке охотился после армии, а потом перешел вот на эту речку. И уже все знакомо тоже становится. Мало где я здесь не был. Везде уголки уже, в принципе, знаю. Вот так. Ладно, сейчас я одену лыжи и дальше пойду. Пошел снег сильный, даже начинается сильный снегопад. Ветер так стихает, начинается по-новому. Иду по дремучему лесу, вон какие валежники тут лежат. Высотой, наверное, 3,5 метра где-то. Очень трудно проходимые места, особенно когда нет снега тут. Немножко потерял я ориентир, но наблюдаю вот березы. Там стена вот такая идет возле реки обычно. Такие березы. А там уже в этой стороне мелкая елка и фу, блин, тоже. Ну, если пешком без лыж осенью тут, я вам скажу, очень тяжело ходить. Неприятные места тут. А я потихоньку все еще вверх поднимаюсь в сторону своей избы. Но думаю, уже скоро я буду искать место, где перейти речку. Перейдем речку, и хотелось бы там до просека дойти. Там просека север-юг. Север-юг, и по этой просеке строго на юг пойти. Хотя бы 2 километра. Оттуда повернуть на запад и уже по навигатору в сторону Бурана. Ну, планы такие пока. Ничего себе, дал жару, ребят. Дошел уже до просеки, вот она, строго на север идет, а там юг. Тут озеро. Отсюда начинаются мои промысловые участки. Вот это до границы, до своей границы дошел. Здесь я один раз заезжал на лодке на это озеро. Ну, небольшое, как Скабата же. Сюда останавливался, большая вода была, устье там открыто. Короче, теплую одежду оставил там. Я не знаю, почему патронтаж там я оставлял. Налегке сходил, видно, на охоту. И да, пару штук на штук 5-7 обычно. В тайгу, когда иду, не больше беру патрон. А основной патронтаж себе оставил в бушлаке, в рукава я затолкал.
Короче, вернулся с охоты, начал одеваться, и у меня этот патронтаж блюхнулся вот в это озеро. Глубокое тут, вроде небольшое, но глубина, весла не достают. Все, целый патронтаж там лежит уже лет 5, наверное. Вот такие истории даже бывают. Бывает, там не стреляешь, там, ой, блин, упал опять. Чуть-чуть не упал. Бывает, не стреляешь, патрон думал, все, никакой стрельбы, одна экономия. И разом у тебя патронтаж или в реку может упасть, или же в данный момент в это озеро оно не упало. Вот. Но тут уже отсюда я начинал, уже много снимал здесь тоже. Можно идти тут на север, там тоже дойти до той дороги, до Зимника. Но я как говорил, надо идти на юг. Но здесь по тропинке, здесь спуск нехороший. Спуск нехороший тут, и я думаю, чуть выше поднимусь. Вы даже не представляете, как мне охота сейчас сходить до избы. Осталось-то буквально, я не знаю, сколько километров. Но если до избы пойду, еда, в принципе, там все есть у меня. Я обещал вернуться домой сегодня. И сейчас я буду обратно уже возвращаться. По другому берегу, наверное, спущусь. И уже срежу. Где-то срежу, может, в каких-то местах. Буду искать более прямее дорогу. Вот. Но солнце еще высоко, светло. Вот такие незапланированные такие марш-броски бывают. Знаете, вот пошел, думал, погуляю там. Но уже столько я прошел сегодня. Вот так. И столько же мне надо еще идти обратно до Бурана. Все, короче. Не стал я идти на избу. Короче, перешел я вот речку. На льду очень много снега и просачивается вода все-таки вон. Просачивается, значит, под снегом вода. Я, короче, проскочил, и воды еще не было. Вот сейчас вот буквально минуту я здесь, наверное, стою. И вон вода. Я спустился сперва вон так, зигзагом вон так пошел. И здесь перешел. И тут, думаю, придется также зигзагом как-то карабкаться на эту горку. Хорошо, что перешли по безопасному месту, в принципе, все нормально. Но тут сужение уже, тут, думаю, уже там может быть даже и открыто. Хрен знает, что там творится подо льдом. Надо 100 раз продумать, обдумать перед тем, как сделать шаг. Вот такие делишки. Ну что, сейчас, наверное, где-то найду где-то спокойное место, безветренное, и буду пить чай, чаек попьем, и будем уже шуровать до Бурана. Буду стараться идти прямо, скользит даже. Буду стараться идти прямо. Здесь надо поворот сделать. Так, перешагнуть. Такой прыжок. Опа! Упал. Опять упал. На ровном месте, Наступил на лыжи вот так. Получилось. Вот так. Фу. Ну вот. Фу. И здесь поднимемся там. Пьем чаек и газку.
фиг с ним. В следующий раз. Следующий поход будет на избе. А сегодня, как и говорил, не предупредил дома, что могу с ночевкой или еще. Буду ждать и нервничать, если не предупредить заранее. О, блин, ой, ой, ой. Действительно, порывы, блин, такие сильные. Вот пришли оттуда. А сейчас будем обратно идти. Можно по старой своей лыжне быстрее, но не в моих правилах. Не люблю я ходить по одному и тому же месту. Пусть будет потяжелее, но по новому месту пойдем. Это я не знаю, обед или что называется. Ну, назовем, пусть будет обед. Также сало. Так, шиковина, короче. И хлеб. Хлеб уже начал мерзнуть, замерзать. Вот бы сейчас костер. Тепло возле костра. В интернете это пиздеж. Полным ходом идет, как они ночуют эти выживальщики-то. Смотрите, все обледенело. И ты возле костра еще попробуй, переночуй. Понравится, нет. Хвастается, что на улице 25-30 градусов. Они переночевали возле костра. Подвиг такой сделали. Они себя воспаление наживают и все. Все, обледенело уже. У меня на всякий случай еще там футболка запасная есть, шапка, перчатки. Я не знаю, что, не помню уже, что еще. Если сейчас я второй раз жать хочется. 2 слоя, наверное, сделаю даже. Второй раз, если я поеду, сказать, пойду на избу. Запас еще кого-то возьму. Сядешь? 5 минут посидишь и все, сразу начинаешь остывать. Холодно, потому что. А хотя сегодня с утра 7 градусов такое было. Во аппетит в лесу. Я уже в середину тайгу зашел. Ну, стараюсь не возле реки как-то подниматься, а напрямик. И сейчас уже точно достану я навигатор. Сейчас без навигатора я здесь могу заблудиться. Ориентира тут нету. Везде одинаковый лес. Валежники. Не верьте никому, этим выживальщикам. Пиздят все, обманывает народ.
в снегу. Ну, я рассказывал это уже. В тельняшке сидят там, блядь, в окопе, в снегу. Как им жарко. Стрелять не в кого. Никого нету. Ой, блядь, снег. Снег попадет за шиворот. Ну да. Сало, конечно, самое то. Из всех продуктов походу, конечно же, самое хорошее это сало. Калорийный. Ой. Калорийный и силы дает. Уф. Все завалит, короче, видеокамеру. Все, больше, наверное, пока снимать не буду. Вон какая пурга тут. Метет полным ходом, метет. Как подумаю, сколько километров еще мне топтать. Ужас. Все четко. Сейчас покушаем и дальше пойдем. Снегом все засыпало тут. Вот такой штатив, он подсумок такой. Все в снегу уже там внутри powerbank. Потихоньку убиваю видеокамеру, но пока выдерживает. Ужас, чего он проходит, эта видеокамера. Карабин, вот щели, вот я говорил в обзоре там снег попадает. Ну, пока не обледенело все, ничего, но терпеть можно. Терпеть можно. Пока ходим. Вот такой лес тут. Ельник, береза. Там дальше, думаю, возле сосняка еще пройдем. Но буду стараться идти прямо, потому что время уже поджимает. Там начинал пройти невозможно. Вот смотрите, как перевалило тут все. И что глаза смотрят, везде все кругом завалы. Ветер ломает деревья. Вот это уже все дрова считается. И сейчас я спрашивал у нашего лесничества, как насчет дров, там, что можно пилить, что нельзя. И все сломанные деревья можно пилить, ребят. Вот, скажем, дерево сломалось, вот, скажем, вот, ну, вот этот пенек, вот возьмем вот этот пенек, вот дерево сломалось, пенек стоит. Если я этот пенек спилю, считается это уже нарушением. Там как бы от пилы пень остается, обрезано, значит уже нарушение. А если это дерево так стоит, сломанный пенек, и что отвалилось, все можно пилить. Все можно пилить и использовать на дрова. Если по закону жить, я имею в виду. Вот так. Я не знаю, вот мне надо вон туда идти и все. Как перегородка, как забор стоит тут. Все перевалено тут. И вон свежие сломанные деревья. Но это от ветра все ломается. Здесь ураган видно был. Не просто ветерок, а ураган. Такая полоса осталась. Так. Ну я уже иду с навигатором. Трек, как бы навигацию поставил и вот иду, направляюсь до нужной цели, куда я хочу направиться. Там навигация у меня стоит. Но нет, невозможно тут пройти. Лишние метры приходится круг делать. Вот так. Поймал просеку. Вон зачесы. Короче, я шел. Навигацию поставил, чтобы поймать просеку. И навигатор показывает на 22 метра чуть дальше, вон там. Ну, короче, я вышел и заметил погрешность у навигатора, скажем, если найти просеку, скажем, следующую просеку, если я буду искать,
на виду навигации где-то 50-100 метров может быть в стороне от просеки, ну, несовпадение. Не знаю, что влияет, или же карта такая, или же спутник чуть, ну, не знаю, что виноват. Вон. Сейчас, наверное, чтобы не блуждать мне и не терять лишнее время, я пару километров пройду по этой просеке, и придется еще, не знаю, до вырубки выйду или нет, вправо, повернуть вправо и чесать по навигатору по-новому. Конечно, удобно по просеке идти. Ну да, ладно, ничего страшного. Здесь пару километров пока здесь пойду. Ну, ветер усиливается, что и прогноз показывал, там порывы сильные идут. Снег вон падает, такие комки, блин. Один раз по шее сегодня уже получил, и такими комками, как шлепнулся на шею, чуть голова не оторвалась. А если сырой снег бывает, когда даже дожди начинаются первые, вот теперь там вообще ужас творится. Снег тяжелый, комки большие падают. Вот тогда точно можно травму получить от этих комков. Ладно, идем. Спешить не могу, но уже чуть-чуть чувствую усталость. Хорошо, радует, что уже в сторону Бурана идем. Идем с северной стороны. Вон лыжня моя. Вышел на сосняк. Тут бесконечная вырубка уже начинается. Можно дальше продолжить по этой просеке идти. Не заблудишься вообще. А нам надо уже вон туда повернуть. Стороной вот этот сосняк, я стороной буду вот так проходить. Потому что если здесь хотя бы небольшой угол я левее возьму, там вырубки страшные. Страшные вырубки, там вот такая чаща, вот такие кустарники. И ни в коем разе туда я лезть не буду. Короче, пойдем вот тут. Будем идти здесь, возле этой вырубки, так, параллельно. Особо чащу не обязательно заходить. И на вырубку тоже. Вот. Именно возле вырубки. Блин, проваливаешься, тут не держит меня. Километр 800, наверное. Примерно так по навигатору. От просеки прошел я. Вот по такому сосняку. Ни одного взлета, ничего нету. Короче, из пернатых я только видел одного дятла. Именно в сосняке. Возле речки там сойку еще видел еще. Ни одной лунки, ни одного следа, чтобы глухарь где-то вот бродил или кополуха. Вот по следам, если посмотреть. Ничего в наших лесах нету. Вот так. И всю зиму ничего так не было. Первый поход, который был на избу, на вторую избу у меня, на лыжах первый поход. Следов куниц очень-очень много было. Я сам даже шел и удивлялся. Карабин, короче, упал. Дерево шатается. Ну вот, сейчас тоже точно во все щели снег попал. Вот так. Да ладно. И, наверное, были эти куницы проходные также. Потому что сейчас вот сколько вот целый день на ходу, целый день. Сколько я 2 раза садился по
15 минут максимум я посидел. Сейчас вот третий перекур у меня за целый день. Целый день вот иду. И один след вот куницы я, ну, надеюсь, поснимал там. Удалось заснять. Больше ничего нету. Ни одного заячьих следов. Вообще зайцев нету. Я иду и, ну, что поделаешь, пустой лес. Если честно, начинаю уже уставать. Уставать уже, вот, километр 800 я здесь вот прошел и уже сел отдохнуть. И сейчас, наверное, каждые 500 метров даже думаю, уже буду садиться и немножко буду отдыхать. Потому что, ну, местами такие участки попадаются, что вот проваливаешься по колено, и когда ты идешь, очень тяжело идти. Главное, чтобы дерево на голову не свалилось, блин, ветер такой. Ну, выбора не было у меня погоды. В принципе, погода для охоты нормально. И шумливо, и все для охотника, все четко. Но до этого не получалось, и снег не держал. А сейчас вот дальше не знаю, как получится. Надо было бы в эти дни еще ходить и ходить. Просто еще несколько дней с избушкой там походить там. Но надо идти домой. Я не знаю, что еще сказать. В общем, лес пустой, ребят. Верьте, не верьте, на лес. Ну, нету ничего. И знакомый охотник тоже, скажем, ходил там, они ходят по другим местам. Не буду говорить, в каком направлении. Но по его словам, там, говорит, очень много глухарей. Ну, я не знаю, очень много это сколько. Говорит, за раз, говорит, по 10 штук видели. И тоже, может, проходные, или, может, там действительно птица есть. Но в этой стороне вообще ничего нету. Надо от избушки еще севернее сходить, там по сосняку походить там. Сегодня в надежде увидеть косачей я по речке поднялся, там березы высокие, бывает там попадаются, там видишь, стреляешь, а сегодня ничего нету. И сейчас уже иду в обратном направлении по сосновому лесу, в надежде увидеть глухаря. Ну, такой охоты вот, чтобы взять, побыстрее выстрелить, ну, такого желания у меня нету, если честно. Я, может быть, даже поснимаю. А стрелять, знаете, сейчас после зимы они, мясо у птицы, запах еловой, они иголкой от сосны кушают, и запах ельника, можно сказать, или вот, ну, невкусное мясо сейчас у птицы. Тетерки там, ну, косача я бы выстрелил, и глухаря. Косачи, они хитрые, они на ловушку мало когда, из 100% 10% попадаются. Они хитрые, и из подхода мало когда подстрелишь. Ну, глухарь, у меня лицензия еще открыта. 5 косачей я еще не добыл, и глухарь еще лицензию не закрыл. Так что, ну, оплатил, а дичи нету. Придется, сейчас уже скоро охота закроется, я путевку сдам. Что получилось, охота какая получилась. Ну да ладно. Все, отдохнул я немножко, ребят. В горле что-то першит тоже. Не простыть бы. Когда идешь, потеешь, а сядешь сразу моментально, вот холодок там бегает по спине. Ой, вот так. Ну вот, смотрите, какой лес тут. Круговую сосны. Я чисто по навигатору, вот сейчас я иду по навигатору. Вот так вот. Появился просвет. Последние метры, наверное, сейчас
Там река Нившера появится. Что-то я быстро дошел, думал, до темна не успею. Стемнеет, пока дойду до сюда. Но вроде все уложились, вовремя пришли. И вот только спуститься на речку непонятно. Но тут тоже ельник. В принципе, осталось немного уже. Такие пироги. Вот это я сегодня прошагал. Фу. С этой стороны в сторону избы намного, думаю, короче путь. Так. Там луг или непонятно что, откуда я вышел. Или река. Там еще чаепитие у меня было, но я уже не стал снимать ничего. Ну, ветрище, здесь вообще сильное ветрище. Я ниже вышел. Так, куда я вышел вообще? Где я нахожусь? Так, ниже, наверное, вышел. Происходит, где я нахожусь, интересно. Так. Ясно, понятно. Короче, дофига я ниже вышел. Придется шагать нам. Так. Надо перейти речку. И вверх обратно подниматься к бурану. Я ниже вышел. Намного ниже. Надо было вот туда идти, блин. Нет, здесь я переходить, наверное, не буду. Я перейду выше. Вон там. Потому что здесь, бля, ветер вообще ужас. Вон там штормит как. Видите, пурга, полная пурга. И руки одубели. И поменял перчатки. Мерзнут. Блин, такой ветер. Уф. Давайте по-быстрому обратно в тайгу зайдем. Пока не улетели. Короче, все понятно стало. Самое основное мы уже прошли. И сейчас пойдем к бурану. Прохладно становится. Даже холодно. Блин. Как так? Что-то я неправильно. Наверное. Да, чуть-чуть я перепутал с направлением, поэтому у меня так-то трек есть реки. Таежные речки-то есть. И походу у меня трек идет до первой избы. И вот поэтому что-то я там не туда навигацию нажал, вот и какая канитель получилась, блин. Ну вот смотри, что творит погода. Действительно февральские метель, пурга начинаются. Перешел, короче, я тут от лыжня. Блин, такой поворот тут. Здесь песок. Здесь, наверное, глубоко, вон там поворот такой. Вот бы здесь яйцо половить, там порыбачить на яйца. Хорошее место. Далековато только от села, чтобы сюда гонять на буране.
блин. Скобообразное озеро тут. И, блин, попал на то самое место, где вот проходит озеро вот так. А я посередке пришел. Сюда вот перешел тут. Ну, последняя горка. Думаю, здесь уже будет бураниться. Как я помню. Ну да. Все правильно. И где-то 500-700 метров еще по буранице осталось идти. Ну вот. Точно бураница. И уже намело. Следов моих практически не видно. Практически не видно, да. Все. Вот, блин, такой круг. Лишние километры пришлось мне лишние километры идти из-за того, что я неправильно навигацию поставил на навигатор. Давно бы уже возле бурана. О, как же хорошо тут идти-то. Наконец-то дошли. Сейчас я немножко подержал в руках аккумулятор немножко. 3 шкалы хоть появилась. А от повербанка, видно, зарядка уже не идет что-то. И дальше уже, наверное, снимать ничего не буду. Сейчас я переоденусь. Надо выехать отсюда. Выехать-то выедем. После нас никто не проезжал тут. Вот наша лыжня. Вот, куда мы начинали сегодняшний путь. Не знаю, сколько километров я сегодня прошел. Но конкретно я устал. Устал. Блин, оттуда отлетела тент. Нетканка и все там, наверное, снегом намело. Ладно, не буду задерживать. Потому что я немножко начинаю мерзнуть. Потому что ветер, блин, сильный. Сильный ветер, из-за этого прохладно. Короче, на этой ноте, наверное, буду заканчивать это видео. Вот такой поход получился. Не знаю, как вам со стороны. Но старался как мог. Снимал, что было, как было. В принципе, дичи нету, ничего нету. Не поснимаешь. И, ну, все классно никак не получится, потому что условия знаете какие. Такая погода и штатива, ничего нету. Много тоже время отнимает, когда ты снимаешь, а надо идти. Ну да ладно, что получилось, то получилось. В общем, всем спасибо, кто досмотрел очередной мой фильм. А на этом все. Всем пока и удачи.